А Башкирии чествуют героев войны, чьи подвиги отмечены орденами и медалями сразу нескольких стран. Советский разведчик Даян Мурзин прошел всю Великую Отечественную, был организатором партизанского движения в оккупированной Чехословакии. Его интернациональная бригада наводила ужас на немецкие части, и командование вермахта даже обещало за голову Мурзина 2 миллиона рейхсмарок. Наш корреспондент Альфия Ибрагимова встретилась с ветераном и узнала, как бывший сельский учитель стал личным врагом фюрера и за что гитлеровцы прозвали его «черным генералом». Даян Баянович, вы помните себя таким? Помню. Портрет, нарисованный простым карандашом наспех в партизанской землянке почти 70 лет назад. В папахе чернявый молодой татарин из Башкирии Даян Мурзин. Разведчик-диверсант, действовавший в глубоком тылу врага на Украине, в Молдавии и уже в 1944-м в Чехословакии. В Моравии и чешском протекторате Рейха действовала единственная партизанская бригада имени Яна Жишки, и командовал ей капитан Мурзин. Комбригу тогда было 23 года. Кто не верил, что мне командовал в таком возрасте, на половине Чехословакии действовали. Их забросили всего 8, и уже совсем скоро это была целая партизанская бригада, почти 700 человек. Интернациональная. Русские, чехи, поляки, итальянцы, румыны, французы. Для солидности командовать приходилось людьми гораздо старше, чем он сам. Мурзин отпустил усы и бороду. Уже потом эта его роскошная черная борода станет по-настоящему притчей во языцах для всех, включая самого Гитлера. Деду, как командиру штаба будущей бригады, присвоили имя Юрий Васильевич. И никто не знал, что он татарин из Башкирии, и его возраст также он был в секрете. Под самым носом гитлеровцев они проворачивали дерзкие операции, взрывали аэродромы, склады с оружием и продуктами, мосты и дороги. В воздух взлетали эшелоны с гитлеровцами, техникой и боеприпасами. Мирослав Чех с другом под страхом смертной казни пересекли границу Чехии и Моравии, чтобы пополнить ряды партизан. Воевать с оккупантами пришлось в отряде, сформированном Мурзиным. Мурзина я впервые увидел, когда меня и моего друга привели партизаны к своим командирам. Он в то время был капитаном. Молодой, энергичный, очень веселый. Прекрасный тактический организатор. Он планировал великолепно все наши партизанские акции. Бригада Мурзина для гитлеровцев была как кость в горле. Ликвидировать партизан не помогали даже специальные карательные операции, а тут еще поездка фюрера. Гитлер собрался в Румынию и Венгрию, чтобы поддержать свою армию. Там велись ожесточенные бои. Но ему докладывают, дорога небезопасна даже на бронепоезде. Здесь действует партизанская бригада, которой командует черный генерал. А Мурзин к тому времени только получил звание майора. Когда докладывали Гитлеру о том, что действует большая партизанская бригада, то, видимо, побоялись сказать, что всего лишь навсего майор такие неприятности учинил на вражеской, на их территории фашистской. И поэтому доложили о том, что в звании генерала командир. Фюрер приходит в ярость, называет черного генерала своим личным врагом. За голову Мурзина Гитлер обещает 2 миллиона рейхсмарок за мертвого, 3 за живого. Операцию по поимке поручает главе СС оберштурмбанфюреру Отто Скорцени. На территорию Моравии, Чехии, Словакии самолетов сбрасывают тысячи листовок с изображением Мурзина и обещаниями миллионов. Но никто ни за какие деньги не сдает своего героя-освободителя. В это же время майор Мурзин выводит партизанские отряды на границу Словакии. Не успевают перебросить лишь одну группу. Ее фашисты бомбят с самолетов и уже танками сравнивают с землей. Скорцени лично докладывает Гитлеру: черный генерал уничтожен. Получил вознаграждение, обещанное за голову дедушки. И узнал о том, что Даян Баянович жив и здравствует только по прошествии многих лет после войны, когда он сам жил на территории Аргентины, и журналисты приехали брать у него интервью, и тогда только он узнал, что награду дали зря. В Чехословакии стал национальным героем. Вот эти уникальные кадры. Победный май 45-го. Его, татарина из Башкирии, встречает, кажется, вся освобожденная страна. На трибуне рядом с Даяном Мурзиным будущий президент Клемент Готвальд. Братья-славяне наградят его самыми почетными наградами страны, главной из которых – золотая звезда героя. На родине его дважды представляли к званию Героя Советского Союза. Брежнев, с которым Даян Мурзин был знаком, когда Леонид Ильич был еще только полковником Красной Армии, и потом уже будучи генсеком, лично говорил: надо бы этот вопрос решить. Но вопрос не решен до сих пор. Для человека, жизнь которого много раз могла оборваться еще на войне, судьба каждый год преподносит самый главный подарок – возможность встретить очередной День Победы. Альфия Ибрагимова, Алексей Исаев, Юрий Стрельцов и Елена Штоколова. Первый канал, Уфа, Прага.